маленьких микрорайонов, сел, территорий улусов. И сегодня мы слушали их лучшие практики по развитию территорий, уже запланировали совместные мероприятия, подписание соглашений о сотрудничестве. Очень много сегодня у нас царит такая хорошая, теплая атмосфера доброты, тепла, мира, созерцания, консолидации, дружбы. И очень замечательно, что сегодня к нам еще подключились администрация главы и правительства Республики Саха-Якутия, заместитель руководителя департамента по вопросам местного самоуправления. Также сегодня с нами были заместители глав по социальным вопросам, специалисты администрации. И сегодня мы прямо доказали, что мы действительно тот драйвер развития территорий, некоммерческие организации, активные граждане, волонтеры. И несмотря на трудности наших сегодняшних дней, пандемию, на другие какие-то факторы, мы все, если сплоченны, мы можем достичь абсолютно всех, как говорится, результатов, которых можем запланировать. И если в предыдущей площадке мы слушали именно участников некоммерческих организаций, именно из тех улусов, в котором у нас сегодня проходит форум, это Мегино-Кангаласский, Намский, Татинский, Усалданский, Чурапчинский улус, то сейчас у нас проходит наиболее тоже интересная площадка. Это как раз-таки привлечение ресурсов, и мы благодарны всем участникам этой площадки, потому что вы сегодня как раз-таки на наш призыв, на наше приглашение сразу же откликнулись и сказали: да, конечно, мы расскажем, обязательно поделимся нашим опытом. Это для нас очень ценно, и сейчас мы сегодня услышим несколько таких историй, так, если говорить, то это кейсы, которые, то есть это готовые решения органов власти, сотрудничество органов власти с некоммерческими организациями, активные люди, и я даже бы сказала, герои сегодняшнего дня, потому что у нас было непростое лето, и как раз-таки вы доказали свою необходимость, нужность и эффективность. И по плану у нас сегодня выступление первого заместителя главы муниципального района Горный Улус район Сарданы Степановны Стручковой. У нас запланировано выступление из Мирного района, наших партнеров, друзей, и которым мы тоже весной удалось нам наконец-то встретиться и провести с ними работу. Юлия Михайловна Добровольская, специалист по грантам администрации Мирнинского района, и Татьяна Александровна Иванова, которая занимается как раз-таки приютом для бездомных животных в поселке Айхан Мирнинского района. У нас сегодня герой нашего времени Иван Федотович Архлеев. Нам очень интересен ваш опыт из Татинского улуса. Как раз таки сегодня Иван подготовил не только презентацию, но и видеоматериал о том, что как нужно консолидировать усилия, как нужно уже сейчас думать о следующем лете, потому что как обезопасить себя, территории, людей, как раз-таки развивая вот эту вот лесопожарную охрану. Вот. И сегодня с нами во второй раз подключается Валентина Петровна Амосова, это территориальное общественное самоуправление Туску, в переводе «Добро», Сунтарский улус, это село Сунтарского улуса, как раз-таки мы с ними встречались в апреле, она нам рассказала свою замечательную историю, они там и построили дом, и облагоустроили дома людей с ограниченными возможностями старшего поколения, то есть очень много всего сделано, и мы как раз-таки сегодня такой вот шеринг, да, шеринг, это получается, будем делиться своими знаниями, компетенциями, опытом, это готовые решения, которые абсолютно можно адаптировать, тиражировать на другие территории. Если Сардана Степановна Стручкова, первый заместитель главы муниципального района Горный Улус здесь, то мы очень ждем вас. Сардана Степановна, возможно, у вас совещание, но мы можем пропустить сначала и других спикеров. Сардана Степановна пока не выходит на связь, тогда мы сейчас подождем и я думаю, есть, да? Сейчас то есть Сардана Степановна подключается, здорово, тогда ждем. И если поставить такую реплику, то, конечно, мы все прекрасно знаем о том, что сейчас горный небольшой улус, центральный улус для нас всех является примером, образцом, потому что это абсолютно
улус, который в лидерах во всех измерениях, потому что именно в процентном соотношении как раз-таки они опережают и город Якутск, и другие большие крупные улусы, районы, потому что они как раз-таки развивают очень активно некоммерческий сектор. Сейчас они развивают территориально-общественное самоуправление. И летом, когда у нас проходил летний онлайн-марафон единого ресурсного центра с участием федеральных экспертов, мы как раз-таки одним днем съездили вместе с федеральными экспертами в Горный Улус. И наши федеральные эксперты из Челябинска, из Москвы, из Приморского края просто были влюблены в Горный Улус именно в ту работу, которую вкладывает и Сардана Степановна, первый заместитель главы, как она была включена и вообще включена в работу с некоммерческими организациями. Они были влюблены именно в работу пространства коллективного развития Сайды, развитие, которое мы открывали, мы участвовали в открытии, да, при администрации, куда все люди ходят и проходят, там просто кипит это пространство идеями, разными проектами. И Семен Олегович, непосредственный куратор, руководитель этого пространства коллективного развития, как они работают с некоммерческими организациями, это просто здорово. И с какой идеей у нас уехали эксперты? Они сказали о том, что вот где нужно проводить стажировку специалистов органов местного самоуправления, вообще органов власти, вообще всей России и в Горном Улусе. Поэтому сейчас я думаю, что Сардана Степановна нам расскажет, и абсолютно уверена, что сейчас Горный Улус активно занимается развитием как раз-таки креативной индустрии, культуры и искусства, потому что они как раз-таки музеи, я абсолютно уверена, муниципальные учреждения культуры, музеи, библиотеки, индивидуальные предприниматели в сфере культуры, искусства, креативной индустрии и некоммерческие организации, которые были в этой сфере, абсолютно сейчас заактивизируются, и такую работу с ними проведет и муниципалитеты, и пространство коллективного развития, и сама Сардана Степановна Стручкова. Я в этом абсолютно уверена, потому что это люди, которые действительно очень фокусно, локально все грамотно смотрят, изучают и продвигают, и используют ресурсы. Мы тоже пользуемся как раз-таки тем, что они действительно находятся рядом с городом Якутска. Сейчас очень легко, просто можно к ним доехать, и мы посещали и арт-галерею художника, и музей, прекрасный музей Горного Улуса, и видим прекрасные перспективы вообще развития именно этого сектора гражданских инициатив и НКО. Пока Сардана Степановна, что-то там у нее совещание, я сейчас тогда передаю плавно ко второму нашему спик, передаю слово. Юлия Михайловна Добровольская, я вижу вас. Я хочу передать вам слово. Да, добрый день. Меня видно, слышно? Да, видно, слышно. Ага, отлично. Могу, да, начинать? Да, конечно. Ага. А можно демонстрацию мне экрана? Да, мы вам дали право. Видно демонстрацию? Экран видно? Пока нет. Да, Мы вас слышим, видим, но презентацию еще нет. Но пока Юлия включает презентацию, я хочу сказать о том, что Юлия как раз после, как скажем так, появления Юлии как раз-таки как специалиста по грантам в Мирнинском районе, работа очень активизировалась, и мы прямо видели и горящие глаза, и отзывы некоммерческих организаций о том, что какую поддержку информационную вообще именно вот в плане компетенций, навыков у них появилась в виде эксперта Юлии в Мирнинском районе. Это очень здорово, и мы действительно видим о том, что ваши инициативы и нашли поддержку, и уже виден результат. И нам бы сегодня хотелось услышать вообще, как идет ваша работа, как находят поддержку НКО с органами власти. Пожалуйста, Юлия. Сейчас видно, да? Да, сейчас видно. Ага, отлично. Ну, я хотела бы поделиться нашим опытом и, может быть, даже поддержать районы, которые считают, что, может быть, недостаточно у них развивается некоммерческий сектор в их районе, или что у них маленькое количество поданных заявок. Ну, то есть, может быть, они сравнивают постоянно себя с другими районами, с тем же горным районом.
может быть, ну, считают, что недостаточно, да, не работают в этом направлении. И вот хочу рассказать именно, что вообще, на мой взгляд, вообще влияет на это, да, и как они могут развивать вот эти деятельности, несмотря на какие-то препятствия, да, проблемы, которые у них есть в районе. Вообще, я считаю, что районы нельзя сравнивать между собой, так как они настолько разные, у каждого свои какие-то условия уже установлены годами, да, то есть и, может быть, даже главы не влияют на это, да, поэтому думаю, что в их руках все. И вообще само по себе, конечно, вот это развитие деятельности некоммерческих организаций, конечно, и от главы тоже зависит, да, как он вообще понимает, принимает деятельность некоммерческих организаций, видит их какую-то нужность и полезность. В то же время, может, глава это понимает, например, дальше социальный отдел, да, тот же самый администрация района, те специалисты, которые на местах работают, они тоже могут это не знать и не понимать. То есть он, например, доводит до них, да, какое-то распоряжение там, а они не знают, для чего это, и это также и отрабатывается, ну, как неважно, да. Вот. Далее, наличие вот потенциальных доноров. То есть также в районе может быть их разное количество, они могут обладать разными финансами, они могут, опять же, не понимать, для чего вообще существуют НКО, да, насколько они важны и полезны. Бывали такие ситуации, когда, например, те же доноры, они говорили, ну это же клуб по интересам, то есть, ну, видно сразу же, что это непонимание есть, и, конечно же, нужно говорить, рассказывать о деятельности отдельных НКО, как они, за счет чего они существуют, какими они ресурсами пользуются, как они привлекают эти ресурсы, насколько это тяжело им дается. Далее тоже вот наличие гражданских активистов. Это тоже очень важно, потому что очень много таких диванных критиков, которые постоянно вот эти проблемы, они озвучивают, да, которые имеются в районе, но они не готовы брать на себя ответственность и что-то менять вокруг. То есть они могут много-много говорить об этом, но мало именно тех, которые готовы брать ответственность. Опять же, можно их немножко подсвечивать, да, то есть вот есть уже такой гражданский активист, который это сделал, ну, тогда покажите его там или нескольких, которые реально что-то делают, не просто говорят, а вот есть реальные дела. Конечно, уверена, что вообще во всех районах вот развитие некоммерческого сектора зависит от количества вот этих нерешенных годами проблем. То есть эти проблемы могут не решаться долго, люди это видят, их это напрягает, и все равно эти активисты найдутся, потому что это не устраивает долго, да, и человек не может долго в этом жить, он хочет все равно что-то решить. Поэтому я думаю, что вот те же самые пространства Сайды, очень поддерживаю Ивана Степанова, руководителя, да, точки кипения Якутск, который развивает это направление по открытию таких общественных пространств. Там как происходит? Он также вот пространство Сайды в Титыбя, как они запускали, они приехали туда, они проанализировали ситуацию, какая есть, да, посмотрели слабые, сильные стороны, как можно развивать село именно на основании сильных сторон. То есть в эту сторону посмотреть стратегически и уже от этого оттолкнуться и также с некоммерческими организациями, то есть посмотреть, в какую сторону лучше развиваться на основании вот такого анализа. Далее, вот что у нас сейчас есть? Администрация района у нас активно поддерживает некоммерческие организации, есть муниципальная программа поддержка общественных и гражданских инициатив до 2023 года. Ежегодно проводится конкурс субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году вот 1 600 000 у нас по этому конкурсу. Сейчас в данный момент проводится экспертиза заявок, и уже вот они должны скоро соглашение заключать с победителями. Вот. Далее конкурс субсидий у нас есть активный гражданин для физических лиц.
а в прошлом году 1 900 000 было выделено. Чем хорош этот конкурс, что любая инициатива, она может быть поддержана. Это очень хороший такой пример, что, например, вот заявитель, человек живет в подъезде, и он каждый день видит там грязную лужу около подъезда, да, постоянно мусор, потому что нет урны. То есть он также вот подает свой проект. Так, у меня есть пример, он подал проект, этот человек, выиграл и благоустроил вот эту рядышком такую зону, да, предподъездную. Конечно, можно сказать, что это же ЖКХ должны делать, но это годами он тоже писал и письма, там им отписки постоянно какие-то, нет средств, там, то есть, но можно вот с помощью вот таких вот конкурсов, да, активизировать людей на какие-то инициативы, то есть все реально. И за счет этого люди видят, что это не просто так, эта площадка спортивная возникла, что оказывается, когда он начинает реализовывать, что нужна команда, что нужно запросить коммерческие предложения, он видит, как это все работает, что это тяжело, что просто так ты помечтал, и это произошло, не получается. Вот, это тоже их как бы посвящает, да, в деятельность вот таких общественников. Вот, в этом году очень хороший пример по муниципальной программе «Мирнинский район доброжелательный к детям». Вот сейчас проходит конкурс «Дети детям» для учеников 7-11 классов. Всего бюджет конкурса 180 000. Вроде он такой маленький, да, кажется нам вообще незначителен. Но дети, получается, уже начинают проектировать 7 класса. Они, опять же, смотрят, как это работает, что нужно написать проект, заявку, что нужно тоже в команду взять каких-то специалистов, да, может быть, родителей привлечь там, еще, то есть смотрят, именно основы проектирования так познают. Далее вот по НКО, да, вообще я оказываю помощь и консультирую НКО, физические лица и муниципальные учреждения, в основном по культуре, потому что я в учреждении культуры как специалист работаю, поэтому такие вот, да, но в то же время очень много взаимодействия сейчас у нас происходит и с театром, хотя он относится, например, к правительству, да, республики, к Министерству культуры, и также с образованием мы очень тесно взаимодействуем. Это помогает очень их сводить вместе. То есть если я вижу, что, например, кому-то не хватает, да, каких-то ресурсов, а у другого есть, я предлагаю им взаимодействие, они выходят друг на друга, и уже вот с помощью такого взаимодействия отлично и без даже грантовых конкурсов решаются какие-то проблемы. Вот, почему не только фонд президентских грантов важен, то есть для каждой организации нужно смотреть именно с точки зрения ее деятельности, с ее какой-то специфики эти конкурсы рассматривать, потому что фонд президентских грантов, он, конечно, постарался охватить очень обширно, да, это все, но в течение года бывает, ну, не успеваешь подготовить заявку, да, и на следующий конкурс, чтобы переподать, например, не прошел проект. Не надо ждать фонда президентских грантов, смотрите другие варианты. Сейчас их очень много, прям можно искать эти варианты. Вот, далее тоже есть разные проекты, другие, которые очень важны. И программы, не только грантовые конкурсы, да, важны. Вот сейчас хочу привести такой пример, актуальная Пушкинская карта. Как она работает? Вот с 1 сентября у молодого человека от 14 до 22 лет, уже сейчас, если он зарегистрируется через госуслуги «Культура», у него на счету, он выпускает виртуальную карту, у него эти 3000 есть. Вот в Мирнинском районе мы сейчас разрабатываем, да, такую программу, чтобы эти учреждения смогли предоставить услуги, чтобы молодой человек смог потратить эти средства, то есть они остались в районе. Потому что происходит так, что эти средства до 31 декабря, если не потратят, пока Министерство культуры не говорит, смогут ли эти средства перейти на следующий год. А если этот молодой человек не планирует выезжать куда-то в крупные города, то они так и останутся неосвоенными. Вот. То есть это направление, знаете, чем важно, что это создает конкурентную борьбу между учреждениями, что они интересного могут предложить для молодого человека.
То есть и привлекает средства в учреждения, которые они могут потратить на свое развитие. Вот. Далее, что у нас часто важно, обязательно взаимодействие. У нас постоянно проходят семинары, страт-сессии, лаборатории. Мечтаю очень о ярмарке проектов, чтобы некоммерческие организации смогли обмениваться опытом. И это дополнительно создает такой инфоповод, когда СМИ, да, говорят о их деятельности, о том, чем они занимаются, чем важна их деятельность. Важна инициатива снизу, так как часто как происходит, какая-то организация придумала проект и начинает своей целевой группе навязывать его, можно сказать, что это вам важно, нет, вы подумайте. А если это целевой группе не важно, да, ну то есть она не считает это какой-то проблемой, то происходит такой какой-то диссонанс. Вот, и важна именно инициатива, которая снизу исходит, не навязывать сверху ее, а именно, чтобы она исходила снизу. Вот. Обязательно важна поддержка сверху, потому что есть такие проблемы, когда главы поселений говорят, у меня нет финансов, я не могу поддержать некоммерческую организацию. Я говорю, ну хорошо, у вас, может быть, есть помещение, у вас, может быть, есть какие-то специалисты, которые могли бы просто консультировать некоммерческие организации. Может быть, у вас, ну просто вы хороший человек, и вы можете их поддерживать словом. Ну вот от этого, если оттолкнуться, то эту поддержку обязательно нужно оказывать любым инициативам. На своем уровне думать, чем вы можете это поддержать инициативы. Вот. Ну, в свою очередь, я всегда готова к взаимодействию, к сотрудничеству. Вот мои контакты. Можете писать, звонить. Всегда рада любому взаимодействию. Все, спасибо. Татьяна Александровна у нас вот должна выйти на связь. Татьяна Александровна, вы здесь? Из Мирнинского района, спасибо, Юлия. Из Мирнинского района у нас сегодня 2 спикера заявлены. Татьяна Александровна должна выйти к нам за своей инициативой. Татьяна Александровна, по-моему, выходит из другого региона, так понимаю. И... Она пишет мне, что у нее интернет вылетел, не может подключиться. Так, тогда мы ее пока отложим на более позднее время. Будем надеяться, что она подключится. И я хочу вот немножко резюмировать. Да, мне очень понравились ваши вот такие вот прямо вот в первом вот слайде очень хорошие точечные как бы рекомендации, видение и фокус именно в работе органов власти. Да. Очень мне понравилось вот то, что вы сказали, что действительно нужно учитывать особенности, специфики территорий и нельзя сравнивать. И я абсолютно с этим согласна, потому что есть территории, которые могут развиваться через культуру, музеи, именно особенности, допустим. Есть территории, которые могут развиваться только через инициативы местных сообществ, территориально-общественное самоуправление. А есть территории, вот, допустим, к примеру, Горный Улус, который развивается за счет привлечения федеральных и там региональных грантовых конкурсов. Это действительно особенности, поэтому всех действительно под единый стандарт абсолютно нельзя. Абсолютно нельзя, я с этим очень согласна. И когда мы были в гражданских выходных еще в 2020 году, в начале года, мы просто с нашим вот юристом, когда вот выезжали, да, мы просто до вас не доехали, но до нас дошел ваш отчет именно по отчет гражданских инициатив в Мирнинском районе. Яркий такой, публичный такой был отчет, да, и я считаю, что это очень хорошая норма, когда действительно главы вообще улусов, тем более, да, и главы наследников, они заняты очень многими, но они могут не до конца понять, вот, допустим, именно что за инициативы реализует тот или иной активный человек, либо некоммерческая организация. И поэтому я абсолютно согласна с вашей вот идеей, вашим предложением о том, что вы хотите делать ярмарку проектов, либо вы делаете какую-то встречу именно тет-а-тет некоммерческих организаций с органами власти. Это должна быть такая практика, потому что как раз-таки на этой практике главы органы власти могут увидеть потенциальных поставщиков услуг,
может быть, начинают благоустройство или какие-то социальные услуги, они могут, и эти соглашения, партнерство, консолидация, она как раз-таки здесь специалисты по грантам, специалисты ресурсных муниципальных, они как раз-таки становятся вот тем посредником, той площадкой, на которой могут люди встретиться и договориться. Вот, диалог может, поэтому это очень хорошая инициатива. Мое предложение, я, по-моему, рассказывала, когда мы были в апреле у вас, что у нас была такая инициатива в 2019 году в августе мы проводили вместе с городом Якутском, выехали за пределы города Якутска на одной территории, в палаточном таком формате, мы провели очень хорошую ярмарку проектов, когда действительно округа модерировали и рассказывали о проекте. И очень многие проекты получили тогда поддержку, сопровождение, и мы до сих пор, например, как фонд «Семья для ребенка», сопровождаем женсовет города Якутска одного округа, и они периодично к нам приходят. Они стали победителем конкурса «Народный бюджет города Якутска», пошли дальше. Сейчас хотят войти в поддержку местных инициатив в программу. Это очень здорово, поэтому, а это все началось с небольшой одной городской ярмарки. И я бы хотела еще вам предложить, может быть, мы поделимся или как-то поделимся. У нас во Владивостоке как раз-таки на следующей неделе у нас состоится финал «Неравнодушный гражданин». Как раз-таки приедет руководитель Валерия Костина, которая сама молодой специалист во Владивостоке и в других городах, малых городах Приморского края. Она проводит шеринговые мероприятия, когда люди приходят вроде бы на одно какое-то мероприятие, но они могут делиться ресурсами, тут контактами, там чай попить, либо прямо тут же оказать услугу. То есть это шеринговые площадки, краудфандинговые площадки, которые она проводит. Я думаю, что у нас удастся, может быть, как нетворкинг, вас познакомить, чтобы она поделилась, как она это проводит. Кроме того, ярмарка проектов, мы вот в Горном Улусе, я думаю, что Сардана Степановна после вас подтвердит мои слова, мы впервые тоже провели ярмарку проектов, живой фандрайзинг, это называется технология круг благотворителей, и когда мы прямо вот слушаем проекты и реальными деньгами тут же скидываемся на реализацию проекта. И у нас как раз таки мы собрали там очень хорошую сумму, больше 30 тысяч на реализацию проекта по-моему, там зоопроект был, мини-зоо, как раз-таки школьница, она открыла у себя в Горном Улусе, в селе Бердигистях, мини-зоопарк. То есть это тоже абсолютно, как говорится, возможно. Есть такая технология прямо вовлечения активно граждан, предпринимателей и бизнес. И прямо вот, и это, как говорится, какая-то там происходит волшебство, когда прямо вот ты заражаешь этой энергетикой, и прямо хочется тут же видеть проект, и прямо даешь реальные живые деньги на реализацию того или иного проекта. Что хочу я еще добавить? Да я абсолютно правильно, прямо вот не только нужно зацикливаться на фонд культурных инициатив, да, потому что есть абсолютные возможности реализации поддержки в сфере культуры Пушкинской картой. Я очень благодарна вам, что вы акцентировали на эту Пушкинскую карту, и действительно это сейчас как раз-таки очень должна активизировать муниципальные учреждения культуры именно в развитии услуг. И это будущее. Это неспроста создан фонд культурных инициатив, неспроста введена эта Пушкинская карта. И спасибо, Юля, что вы ее сегодня подняли. И сегодня я думаю, что на площадке и те, которые специалисты увидели, я думаю, что среди участников нашей площадки есть люди в этой культуре и могут быть знакомы из этой сферы, и абсолютно не могут сегодня тут же передать эту информацию. Спасибо. И по Росмолодежи тоже я абсолютно согласна. Нужно сейчас прокачивать нашу молодежь, детей, молодежь, чтобы они действительно, возможностей очень много. В наше время действительно этих возможностей не было. Сейчас этот возрастной ценз увеличен, и молодой человек от 14 до 35 лет абсолютно может привлечь деньги на реализацию своих проектов, фестов, как это сейчас называется, событийных ивентов на территории места своего проживания.
Вот. И я хочу сказать, что Мирнинский район достаточно активный, и мы знаем прекрасно, что Мирнинский район был победителем конкурса Федерального фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это деньги были привлечены на реализацию социальной технологии на территории района. Это очень здорово, когда социальный реабилитационный центр совместно с администрацией упаковали идею в проект, была направлена заявка большая на бумажном виде, потому что требования конкурса такие фонда поддержки детей, и эта заявка была поддержана, и этот проект был реализован на территории Мирнинского района. То есть возможности большие, вы их используете. Спасибо большое, Юлия. Мы всегда на связи. У вас есть замечательная идея, но мы пока ее озвучивать не будем. Но мы надеемся, что это тоже, как говорится, будет одно из таких наших направлений сотрудничества. И дальше мы передаем слово нашему коллеге, партнеру, другу Сардане Степановне Стручковой, первому заместителю главы Горного Улуса. Сардана Степановна, мы вас видим. Включите, пожалуйста, микрофон. Добрый день, Добрый Надежда день. Моисеевна, добрый день, коллеги. Сегодня очень рада присутствовать на этом мероприятии. И позвольте вам представить свою информацию, свой доклад о деятельности администрации муниципального района Горный Улус, направленной на развитие гражданского общества. Так, получается, вот мы сегодня будем рассматривать такие показатели, как работа по проектной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, реализация социальных проектов и инициатив и развитие общественных пространств. Так, поддержка некоммерческих организаций является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития в стране. По проведенным исследованиям о развитии гражданского общества в России Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета Высшая школа экономики показало, что благодаря проводимой политике государства по поддержке НКО в секторе повысилась профессионализация некоммерческого сектора и улучшилось его финансовое самочувствие. В Горном Улусе с 2015 по 2020 годы работа по развитию некоммерческих организаций проводилась на основании муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений в Горном Улусе». В 2021 году мы программу переименовали, и она стала звучать как «Содействие развитию гражданского общества в Горном Улусе». У нас в 4 муниципальных образованиях действуют также программы поддержки НКО и ТОС. Это наши передовики, это муниципальное образование Атамайский наслег, Бердигистяский, Адунунский и Маганинский наслег. В данное время на территории Горного Улуса свою деятельность ведут 60 общественных организаций и 53 тюльбе, ТОСы, да, которые ведут работу с различными категориями населения по оказанию социальных услуг. Из них юридически зарегистрированы 5 ТОСов в муниципальных образованиях Атамайский наслег, Бердигистяский наслег и Адунунский наслег. В Улусе также действует 33 юридически зарегистрированных социальных некоммерческих организаций, которые активно участвуют в проводимых грантовых конкурсах регионального и федерального уровня. И вот мы видим, по сравнению с 2014 годом количество увеличилось в 3 раза, на 23 организации. Тенденция к росту еще сохраняется. И в 2014 году существовали у нас единоличные НКО. В течение 6 лет основные направления – это образование, координационные советы общественности, территориальные общественные самоуправления, детские общественные организации, старшее поколение получили сетевой характер. Проектная деятельность наших НКО начиналась с 6 грантополучателей с общей суммой чуть более 1 000 000 рублей. Благодаря системной и совместной работе администрации с общественностью показатель дошел до 23 грантополучателей на общую сумму около 10 миллионов рублей в год. А с 2016 года стали доступны также и федеральные гранты. За последние 5 лет в федеральных конкурсах удалось достичь следующих результатов. 20 победителей конкурса президентских грантов Российской Федерации к 2021 году,
10 проектов поддержку получили на всероссийском грантовом конкурсе среди физлиц Федерального агентства Росмолодежь. На всероссийских конкурсах 1 победитель и 1 грантополучатель в 2016 году. И вот все это говорит о возможностях сельских, малочисленных некоммерческих организаций наравне с региональными и всероссийским НКО получить финансовую поддержку из средств федерального бюджета. Так, общая сумма за последние 5 лет с 2016 по 2021 год по грантам составила 45 миллионов 369 тысяч 629 рублей. Из муниципального бюджета получено 5 миллионов 40 тысяч рублей. Из регионального бюджета 24 миллиона 109 тысяч 969 рублей. И получается, из федерального бюджета это 16 миллионов 219 660 тысяч рублей. Стоит заметить, что это не голые цифры, полученные финансовые средства, а уровень развития некоммерческого сектора в целом. Его повышение грамотности в планировании и реализации в проектной деятельности, совместной работе команд. По проведенному мониторингу реализованных проектов можно увидеть, что для реализации одного социального проекта привлекается в среднем 25 добровольцев, 5 партнеров, 2 единицы техники, а также спонсорская помощь в виде финансовых и материальных ресурсов. В итоге с 2014 по 2021 год для реализации всех социальных проектов было привлечено около 2000 волонтеров, 395 партнеров и более 156 единиц техники. За счет полученных грантов НКО с 2014 года реконструированы площади Победы, например, в Атамайском наследии, Краеведческий музей в Аденумском наследии. Обустроено 4 сквера, построено 5 детских площадок, созданы условия для занятий физической культурой и спортом в 5 площадках, для социальной поддержки нуждающимся в 3 пространствах. С 2016 по 2021 год проведено 341 мероприятие по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 204 мероприятия в области образования, просвещения и культурно-духовного развития детей и населения. Также особое внимание уделяется нашим людям старшего возраста. Для них организовано 53 мероприятия, создаются благоприятные условия для повышения качества их жизни. Также несколько проектов были направлены по линии охраны природы. Возросшая активность и результативность активных граждан и НКО ставит перед муниципалитетом новые задачи. Это потребность методологической и консультационной помощи при разработке проектов, потребность поддержки отчетности деятельности НКО и ТОС, необходимость создания определенной муниципальной структуры поддержки некоммерческого сектора и наличие площадок активного взаимодействия органов власти и некоммерческого сектора. Для решения этих вопросов в этом году утверждена новая муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений в Горном Улусе до 2025 года». Стратегическими направлениями которого является повышение заинтересованности граждан в участии и решении вопросов социально-экономического развития Улуса, повышение активности населения, организация взаимодействия органов МСУ и институтов гражданского общества. Целью повышения качества взаимодействия институтов гражданского общества в этом году, в апреле месяце, на базе Центра духовности имени Семена и Сафрона Даниловых открыли пространство коллективной работы Сайды. Так, это формат рабочего пространства, это как коворкинг-центр для вовлечения местного населения в преобразование села. И получается, тут созданы благоприятные условия для взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества. Также целью повышения квалификации наших представителей некоммерческих организаций было подписано соглашение с Единым ресурсным центром поддержки СОНКО и развития гражданских инициатив Республики Саха-Якутия по взаимодействию и развитию институтов гражданского общества. В новых реалиях, когда повышается качество жизни, меняются запросы сельчан и требования к среде, мало только строить объекты. Важно, чтобы города и села развивались комплексно, а среда отвечала современным стандартам. Так, в работе впервые в России в селе был применен дизайн-код, который выбрали сами граждане села.
Дизайн-код мы проводили в рамках проведения игр Манчары вот в Горном Улусе. И получается, этот разработанный дизайн-код действует на всей территории села Бердигистях. Началась активная работа по благоустройству села Бердигистях. И 11 тюльбе есть в селе Бердигистях. Все 11 тюльбе обустроили свои скверы. Во всех тюльбе есть скверы со своим наименованием. Они озелененные, там есть скамейки, урны, там есть места отдыха для детей и молодежи. Поэтому люди активно вовлечены в развитие поселка и в развитие района. Также вот в рамках проведения игр Манчары выпускники среднеобразовательных школ объявили челлендж вот «Экобенч», и получается в парке культуры и отдыха села Бердигистях 15 выпусков разных годов, получается, заказали скамейки разного рода, и эти скамейки установлены, получается, в парке культуры и отдыха села Бердигистях. Там получилась такая своеобразная атмосферная площадка, где установлены вот 15 разного рода и разного дизайна скамеек. И в завершение вот своего выступления хотелось бы сказать, что вот благодаря тесному взаимодействию гражданского общества, региональной и федеральной власти, социально ответственного бизнеса нам удастся сделать нашу республику местом комфортным для жизни, работы и создания семьи. Спасибо за внимание. Сардана Степановна, спасибо вам большое, что вы уделили время в вашем плотном рабочем графике, и мы прекрасно знаем, что вы курируете этот сектор, и мы понимаем, что он совсем другими гранями сейчас играет ваша работа, что мы действительно видели воочию, потому что в одном только вот небольшом полугодии мы буквально, по-моему, 3 раза съездили выездом, это вот только я и наши специалисты, а еще другие, я думаю, что специалисты тоже и в будущем выйдут, и я хочу сказать о том, что ваш опыт передовой, мы сегодня и в начале нашего открытия форума, и буквально сейчас, в начале, когда вы подключались, мы говорили о том, что какую работу вы ведете. Я абсолютно уверена, что вы сейчас заострили большое внимание на развитие креативной культуры, искусства, потому что мы все знаем о том, что сейчас нужно развивать не только некоммерческий сектор, но и муниципальные учреждения культуры, библиотеки, дома культуры и музеи, потому что мы все прекрасно знаем, что поддерживаются не только НКО, а муниципальные учреждения и индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, которые в этом году мы буквально 30 сентября ждем, кто же получит грант из 3,5 миллиардов рублей, которые выделены Фонду культурных инициатив. Мы все прекрасно знаем, что в том следующем году сумма будет удвоена до 8 миллиардов, а в следующем году, в 2022 году, то есть в 2023 году сумма будет уже 10 миллиардов. Поэтому я абсолютно уверена, что вы сейчас уже думаете, как, где, что развивать, я об этом абсолютно уверена, потому что вы улус такой дальновидный, и я думаю, что в этом наше сотрудничество еще продолжится и, может быть, еще удвоится. Поэтому желаю вам успехов, удачи, и мы, буквально пользуясь случаем, я хочу рассказать о том, что очень сложно было, прошло лето у Горного Улуса, но мы продолжаем свою благотворительную деятельность, как раз таки и это и есть фандрайзинг. Мы работаем сейчас, взяли под кураторство, как фонд «Семья для ребенка», мы взяли под кураторство семью одну из села Бескёль, у которых, к сожалению, сгорел дом, но буквально вот наша работа продолжается, у нас осталось приобрести им мебель, строительные инструменты, теплые вещи для семьи, посуда, она в процессе приобретения и передачи. Поэтому желаем вам силы, терпения и всегда готовы и открыты к сотрудничеству. Большое спасибо, Надежда Моисеевна. Мы благодарим вас за тоже активное вовлечение в нашу жизнь, да, и действительно для нас год проходит тяжело. Сами знаете, мы проводили игры Манчары, тоже организационная работа проходила достаточно емкая, и потом лесные пожары охватили наш район, но мы не расстраиваемся, ставим себе другие цели и задачи и идем уже вперед к новым целям, к новым высотам, к новым горизонтам. Поэтому всем желаю никогда не отчаиваться, никогда не отпускать руки
и вперед, вперед, и вести с горящими глазами, с горячим сердцем свой народ вперед к развитию нашей республики и нашей великой России. Спасибо всем. Спасибо. И слушателям из Татинского улуса, которым уже скоро через 3 года пройдут игры Манчара в Татинском улусе. Спортивные игры еще пройдут у нас в Усалданском улусе. А как раз сегодня зональный форум еще проходит с участием этих 2 улусов. Поэтому я хочу абсолютно уверенно сказать, что вам нужно делиться опытом некоммерческого сектора и вообще горного улуса. Почему? Я скажу, что приведу пример о том, что какие мероприятия должны пройти в рамках культурных, спортивных, сколько мероприятий было проведено в рамках игр Манчары и сколько было привлечено через проектную технологию именно на проведение этих мероприятий. Поэтому я абсолютно уверена, и был создан фонд по поддержке игр Манчары. Поэтому я абсолютно призываю, можно даже это использовать и нашу площадку, единый ресурс. А лучше, конечно, сидеть на месте и посмотреть, и поделиться опытом, потому что этот бесценный опыт нужно обязательно получить у первоисточников, у авторов, лидеров, обязательно нужно получить у горного улуса. Поэтому Усалданский улус, Татинский улус, обязательно возьмите передовой опыт горного улуса. Спасибо большое. Мы идем дальше, и сейчас у нас слово передается нашему герою современности сегодняшнего дня Рахлееву Ивану Федотовичу, который руководит общественным учреждением пожарной охраны, добровольная пожарная команда Татинского улуса. Иван Федотович, мы вас видим. Включите, пожалуйста, микрофон, презентацию мы видим. Спасибо большое, что вы выделили время для участия на нашей площадке. Вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники форума «Общественное действие развития». В Татинском улусе добровольная пожарная охрана была создана еще в 1933 году. В этом году нам исполнилось 88 лет. И имея такую историческую ношу, мы в 2013 году организовали добровольную пожарную команду Татинского улуса, где создали 6 добровольных пожарных команд и 2 добровольные пожарные дружины в населенных пунктах, которые не перекрыты подразделениями государственной противопожарной службы Республики Саха. С этого года мы участвовали во всех региональных, республиканских, устных и российских конкурсах, но, к сожалению, мы еще не получали ничего, кроме устного гранта. И в 2020 году во время тушения крупных лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам Татинского улуса, мы получили грант, стали победителями конкурса грантов Ильдархана Арсения Сергеевича Николаева. И во время тушения этих пожаров очень помог этот грант. Мы выделили, приобрели мотопомпы, пожарно-техническое вооружение и пожарно-техническое снаряжение для добровольных пожарных, которые в то время уже полмесяца участвовали в тушении крупных лесных пожаров. В 2021 году мы дальше начали развивать свою тему, и проект называется «Застава 112-21», который выиграл конкурс Ильдархан, президента Российской Федерации, и мы с июля месяца проводим этот проект. Сейчас приобрели материально-технические для укрепления материальной базы добровольной пожарной команды, и недавно получили специальную технику и боевую одежду пожарных, которая будет розданы нашим добровольным пожарным, которые сейчас находятся в населенных пунктах Татинского улуса. В начале августа мы, как раз когда крупный лесной пожар угрожал населенным пунктам Татинского улуса, село Тыкель, село Барабул, участок Такы, село Волба, село Харбалах, село Чемная, село Чечемах. Мы приобрели на грант, фонда президентских грантов, ранцевые огнетушители и другое пожарно-техническое вооружение, которые были
сразу сходу розданы добровольным пожарным, которые стояли на защите своих населенных пунктов. В этом году у нас проект идет до 31 октября, и с помощью ресурсного центра, которым руководит Ольга Вешника, мы будем уже участвовать на первом конкурсе грантов на 22 год. Тоже вот сейчас готовим проект. И просим вот тех министерства молодежи, министерства внешних связи поддержать наш проект и написать письма поддержки. В связи с тем, что вот я сам работаю в пожарной охране государственной, и в результате многолетней работы мы получили в прошлом году 2 пожарных автоцистерны от Главного управления МЧС России по Республике Саха, который сейчас, один был отремонтирован в апреле месяце и стоит на боевом расчете добровольной пожарной команды Волбинского наследия. И вот так и государственные учреждения, и муниципальные администрации Наслегов, мы и добровольная пожарная команда совместно работаем по укреплению материально-технической базы и защите, улучшению защиты от населенных пунктов от природных и техногенных пожаров. Вот у меня все. Спасибо большое. Если есть вопросы. Спасибо большое, Иван Федотович. Мы просто, как говорится, хотели вас отметить, что действительно достаточно такой благородная и очень нужна у вас миссия вашей работы. И я бы хотела отметить, что вот как раз-таки вот в результате вот того, что произошло у нас летом, мы поняли о том, что не все населенные пункты вообще готовы вообще к лесопожарной такой охране, да, поэтому исходя из того, что вы рассказали, исходя из вашего опыта, потому что летом как раз-таки очень многие, и в том числе мы, как единый ресурсный центр, обратились к вам за помощью, откуда брать эту инвентарь, где приобретать, какая рыночная стоимость в этой экипировке, что должны иметь, и ваш опыт о том, что вот на территории Татинского улуса вы имеете такие вот представительства в селах, о том, что вы имеете вот такую сеть добровольной пожарной дружины, это очень здорово, и ваш опыт, я думаю, что нужно распространять и рассказать, и может быть даже на площадке единого ресурсного центра. Я считаю, что такие вот более продвинутые, может быть, опытные, так скажем, да, не обязательно продвинутые, но опытные некоммерческие организации и такие основополагающими целями и задачами некоммерческие организации, я не знаю, согласитесь ли вы, нет, но они должны обязательно внести изменения в устав, обязательно включить благотворительную деятельность, обязательно должны включить направление добровольчества и обязательно должны включить именно лесопожарную обстановку, не только охрана природы, но прямо включить направление такое, как лесопожарная обстановка, может быть, содействие лесопожарной обстановке в населенных пунктах улуса, потому что когда начинается вот как раз-таки поиск ресурсов, в том числе и даже финансовых средств, у нас всегда происходит затык, что на месте не находятся некоммерческие организации, которые могут заниматься благотворительной деятельностью, которые не могут заниматься денежным привлечением ресурсов, да, а на самом деле это очень было важно летом, когда на местах имеются такие организации. Поэтому ваш опыт просто передовой, 88 лет это очень значимо, потому что 8 это знак бесконечности, и я думаю, что у вас есть люди, команда, которые могут это продолжить и с вами вместе работать. Поэтому я хочу, чтобы все улусы, активисты взяли на заметку о том, что по вообще законодательству, вообще привлечением средств, как у нас было летом, да, когда начались пожары, все начали собирать деньги на физические лица, то есть на номера физических лиц, да, когда были мобильные переводы. По законодательству это неправильно, когда мы на какую-то такую благотворительную деятельность делаем через мобильные карты физических лиц. Все должно быть грамотно по законодательству на счет некоммерческих организаций, у которых прописано в уставе
уставе именно про благотворительность по привлечению денежных средств на достижение каких-то целей и задач. И поэтому то, что вот делает Иван Федотович, да, вот как раз-таки, что у него есть такой опыт, и действительно в Татинском улусе не только в самом районном центре, как это обычно бывает, да, в улусах, а именно имеет какие-то вот сеть в населенных пунктах, имеются представители, это технология, поэтому очень здорово, что вы есть, что вы реализуете, и самое главное, вы не опускаете руки, потому что мы знаем, в курсе ваших проектных инициатив вы подавали очень много раз, не будем говорить сколько, в фонде президентских грантов, и с очень многочисленной попытки вы стали победителем фонда президентских грантов. Мы предлагаем вам продолжить это дело, а Единый ресурсный центр обязательно, я думаю, в этом поможет. Всегда открыты и готовы к сотрудничеству. Благодарим. И если у коллег есть вопросы, вы можете написать в чате, мы обязательно это прочитаем, потому что как раз-таки это очень актуальная тема, то, о чем рассказал сегодня Иван Федотович. И поэтому можете в чате написать, мы обязательно поднимем и до конца нашей площадки ответим. Я сейчас хочу передать слово Валентине Петровне Амосовой. Мы с ней познакомились на зональном форуме развития в Сунтарском улусе. Очень празднично, прекрасно форум прошел, но самое главное плодотворно. И мы после того, как познакомились с Валентиной Петровной, поняли, что ее инициативы мы должны передать другим улусам, и поэтому уже во второй раз на нашей площадке выступает Валентина Петровна. Валентина Петровна, добрый день, вам слово. Меня не видно, да? Мы вас Слышно, видим, да? слышим, ваша презентация включена. Ага. Үтө күнен форум кытташчылары. Бейі боланың бұсын тарулығығар 2014 жылдан тірілейіппет, тірікті боламыз, онтан боланың 2016 жылдан юридическай тіріктеннен бегергелінен бейі боланың бұсын тары хеленетігер күет тос болуп бұд. Хунтар хеленеті олақан олығын боланың территорияларға артанлар күет тоғыр терейбіттері. Ол бейгі хүрін хорuk бүттен боланың бастықынан жону түмен бөлекті тайдытыгар, жону түмен өлети, онна кемдері қапсақлиден әйті қылығыр жонлары тоқтамыз. Онна боланың жол тостарға үлелер бітер боланың бәрдер команда тәрмек бет, ол команда тәрмек бітер именно общественный үләға күттіғ, үрек, көтеғ жонлары тәрмек болақтар oldu, бәрдер тоқтығар. Онна қолыбыр мен бәйім тос-тускуден партизан, онна сынтыр еттігер улахан бу тостардан бир тос болар, онна болланын мен ол территория 5 тынчаки олорар. Ол территория битер болланын же сааттар, арас территориялар им балар, онна болланын же бу жоннору нороту төмөмү сезонна үле битигин сагылан кирин бабыт. Колур биги территория болланын партизан территорияда сквера ден бар, бу урут болланын урут 2 тынча хеттелаклахлакон улутлаат. Онна болланын же ол сквері бейік көрен қараян жону түмәммет үлебітін хағылан керен бапыппыт. Манна рас мероприятиялары тарбыт, субботниктары тарбыт, онна бұл сезон айы қараябыт, көребіт, қараябыт. Онтон деулелән керен барамыд де проекттарға кыттамыд. Бұл дадием детем ұлып кеден ұлған проектқа кыттырпыт. Бұл проект болларын итке таптағата. Бейі бұт көрбағы болланын оға өнер площадката хуағата. Ол площадка оңырыр бұтығар бұл местені көрден ламыд, документін атамыд. Бейбәбит бу местная администрация аннан билип бейгонно бу территорияны уркута балдыга территория манда балдыга турбута оны көтүреммит де диетин орастамы территориялармы де площадкага бупут. Жон манна ме народ коммунистпита колобур жоннор келендер элдакпайы колобур субботникка дакка жоннор келендер белгилерите онна бары көктөктүк бу площадканы килер биппит. Манна болланан ого не площадката бу. Футбольный поле бар, онна болланан спортивный манна тренажердар барлар. Бу түгәнгә көрәгә теге площадка бу талдыта, нелек баһалыга кадәм манна үлелеспит активный кытыны бидоннарга ме мактанан фруктор тактабы, онна кростол терибиппит. Манна күнайы оголар келноннар. Онтан икис проект комимгар димсеген, бу кайы 15 лыгар. Манна болланан бу туак бар. Сквер бутер болланан же
Huntar poska urtulyan aspi jonları üyeti tiyen bar. Onunla bolan mantı hangat bir erget biten hangattan blogostroya gınarga pige. Bu elbe xıranı berbipit. Bu manna karskaları manna jonlar kelenler köröller kolabur bu jonlara manna bar jonlar kelenler pastayanı köröller bu jonmut karskalara kaydak turallar ebi kaydak köröller karayırlar ebitten onna vallanan di klaslarına kelenler ekskursiya gınarlar skolardan. Ta onna tedbeler bollanan jamanda garas kurak tehlerge kitabıt onna bu Petröpter dikkergetterger kamataranga me malay muşyıllarga yetutu kolabur bebit küspütme. Onna kelenlerime törtler. Ta Tolstoy'dan hirge konserttahın teri bipit onna bola aksçılar teri bipit proteini ruku den kolabur niheleni bete tohtanlar. Forumlarga kitabıt seminarlarga hicabıt. Itu kurduk eme tabus tölbe bollanan bu halaya çıtı Pablo Geniş Propemeşten ederkehim. Individualne предприниматель kene bu ületin tahanan tabusken tohu halayar. Hangar mikrorayon manna nihelenete eder gılдар küse. Tabustar bollan eme de barga kıtallar kene tohtara aktiftara eder der kolabur bihi tölbe nagar. Tuo bar merpiriyatallarga bu kinlerim yakıptallar onna bu subotniktar eteriyeller rahardыга hıcırlar tutuğu bırakmıtallar onna bulan proyekt kıtanlar pepim proyekt kıtanlar solları nirmonlar hami ulakan öderek indergen eretete onna medyaske plощадка teri tuttu buttara ondan abaga den tölbe bar manna bulanın hamay ubastır herhal hayaççı bu Zoya Stepanovna ki hasta kolabur kerja sucutal kini bolan biatin imi biatin tulutgar jonu tümen imi üretin hangalabıta onna bolanan bilgeni mahkeme dubeli dallar kolabur kinler bolanın ja imi beden kadları bu teriteler bağlı karşılaşıyor şkola var işlemede şkola var tatina firmata var sonuçta disat var onlar gitti kıtıhanlar tabdanlar beden tabdanlar imi üreteller kolabur bir kanık var to sonu kolabur bu презентация көрөдөрөт бу субботниктер гөлелилер батын активный үлага бартыр кыттаннар колобур не үлели хидерлар так оны мене темете колобур бу жону гөттөлелерге колобур биреме нада колобур биреме лакы жону гөттөлелер боллага жону болланын же токтуга жону биреме быс булан инне жону гыттардан үлелетерге колобур истирактан бир кияка колобур үчүгө Kalau min bıyılgı bollanan diye proyekte kıtıp deme, o proyekt biter bollanan tuğçin. Зеленая зона для отдыха населения ден, onun bu milyon 200 gramı butut, ol gram bitigar bollanan deme bu ülelen hağalatı gut. Bu bollanan toz tabıs kene, manna bollan kinene halayatçıda Konstantin Dobekhoyevich, kene bolla преподаватель, мастер, народ мастера. Kenime bu ületin tahanan ülelir, eme bede общественник, eme aktivistliğe, ve somogo diyen tölbeler. Bu prezentasiya körü kurduk kene sportivный hostellar tölbe, kolabur küraktehilerge engin pastayanlı kıttallar, onna bu tohtarga, eme выставкаларга engin pastayanlı kıttallar, bätin tuğar, eme bu trenajörle bite bätin tölbetiger, onna eme nihelenetin gıttalbäktü güleler. En heti kurduk heden turamın kolabor yapım barabın bu tölbeler terili bitleri üçüge kolabor nihilenine homokolak bolar onu bollanan bu bebit misal administrasiya utar küskeme bolar bola hajar bu töttan biyik emi kem tutta bitecek bahep onu bir yaka hame bir поддержка bolar bebit bu tölbelerge nihilen bu suntar helenetin administrasiyata kini bollanan hılayı 200 bihandı tıncanı bihaka ugar biha tuttar betigar onu bola olik bihan tınca butun bige bu iminnan helenyaga meripiriati targa tugara kemele harga ingin tuttabut wana hırbite higar ochottu butan tubutun bu tuakut jakir tuak kabar but ebitu waktu kabar but ebitu waktu jam tachuttu but wana untuk butun tuhalah tutut tahatibut bihe maktabutun tedebi kalau bermiasa administrasi betigar wana bola bihe kinyandan hijar mut kalau ber pastayan hübele hebit gini hotoruntan kefçeter kalau man gule bar man gınar nabut tuak jahanna guttel belergen
Onu vallahi böyle hem kolubur bir ülelir kolubur tabıgas. Jonları tümerge kini bihigine teriyen kolubur bihigine takkara ordu küçüğe yani. Hep maktal işte bitirir. Валентина Петровна улахан мақтал сүрдәх кең хайыз халах олох дабана били эпикке дылы били барын бәгәд эпиккетте олох биремен ада ден кыджыкты бу батча бәх мероприятияны кайдак кахан кайдак успейдан териен кәпсетен ыйтан бартын хайыргыты кихи сөгөр оны эги опыт кыт бу ол сүрдәх эте кыржык бәйтигер кулбара материальный билетуга тибет жоңго холбура инник же туттан сомоголан бу сүрдә калбак кихи бәйтин духатын сылатын сыратын көлөһүнүн тогон нахал бак үле ытыллан инник же тутулан таксар холосыла же кергенге улахан кыра болбатак олхин буллагана сүрдәгин ден бу маннык жоннор бар курдук жон бар булан именно маннык именно биги общественниктер бут урата жоннор тогота киннер именно жону түмер бир идеяны сомоголан бир идея тула түмен сүрдә калбак кихи кыжык биремен ада опыт нада она ыччаты курдук улахан жону курдук састак жону курдук опсайт тыл булан маннык түмер сүрдәгин ден олох туспа навык она компетенция дияппин багарабын ол хим буллагана эги тула маннык үтүө санаалаах билим түргенник били көтөгүллер эги идеятын поддержкалыр жон элби турдуннар бар болуннар онна эги опыт кытын кыжыкты олохтарга тыгка үлестиякка дияппин багарабын онна быйыл биги сунтар улуга тие хилжон колбар эхини кытты көрсөн эги тускутан салгы саха информационный агентствога статья тахаран билигин эхи тускутунан уже республика бартебелер онны сүдаганы билектери диханыбын онна сүдагын ден бу именно сунтар улугун уратата ден кини бейтин муниципальный конкурстарын ыгдар ычакка нахачи бу биги тиһэ жамма деловая игра импульс теңе кытыппыт бу проекттарын көрбүппүт онна бу маннык денежная премиялаахтар стипендиялаахтар это онна бу эги курдук достары өйүр кыжыкты мероприятие ытаргытыгар катчы выделяйды бюджеттен бу үчү инициатива диханыбын олим буллаганна вообще эги выступлениега түмүгүнен мен этеппин багарабын бу именно органы власти онна некоммерческий терилтелер тосты некоммерческий терилте болар опсайт тылы булаллара бу онырык сүдүк күч болар олим буллаган органы власти буллагана эгине өйүллери ден эги результат кытын көрөлөр именно результаттар некоммерческий терилтелери көрөн бюджет тутуллар бу манна площадка тутуллар бу манна тухара терехин ытылла ден көрөндөр эгине бу эме бейтин ключевой сетихилere бир сох болар администрация оны эги бу терияңет сүддәгин ден бир микрорайонга холбура маннык улахан терехин болар боллагана уже атын төлбелер тораттан көрөннөр холбура эме эгиттен улханнык каяктарын барбаттар олим булан эгини батыхан эги буллагана как драйвер развития курдук болагат нучалы такада эги бәгат премьергытнан холбургутнан бумандык сайыннарагат олихин залгы да эяха бумандык үлелиргетигер күз сени идея единомышленниктар бар болуннар элби турдуннар дияппин багарабын мактал. Спасибо. Оттон ким ыйтылах бахалыста чатка суруюң аныгы технология нөңө буллаганна обязательно микрофон хол бабаккун чатка хол үчө байтык кими хадам хайдабеккаган кими де кеспеккаган чатка бен ыйтыгын суруюкун сеп оны бии агаммыд тутажа коройдок бүтүн сеп олхим буллаганна бу аныгы технология тугун эме туттум инструментында онна биги ыйтыларга репетиятын сеп оттон ыйты сок буллаганы өссө төгүл эһега баргытыгар мактаныхпын багарабын онна ону түгүннен туханаммын обязательно фонд президентской гранты главы деңет мугурданабаң барын эте Юлия Добровольская ден мирный специалиге эпитин көрдү тоойта кавлана билигин эти Пушкинская карта ден 14-тен сүрбекке састарга дылы ычакка би үстүгүнчө курдук карчы карточка кален түһер бу кини карточкатын каны кара культура учреждение дегер келен кини бу карчы
ачытын төлөн сөп. Ола бетер буллагана бу Пушкинская картынан төлөнөр курдук услугага муниципальный учреждениялар бут, культура учреждениялар бияга услуга ехтахтар. Ола бетер булланы бу инники сайды. Он опсайдан культурага наха олбак улахан болгомта урулуна ол курдук бары билегат президентский фонд культурных инициатив түмүктерин беги бу балаганын отут күнүгер катехе олоработ, судаган ден долгуя быт, олох кара биреме халлан халбак 200 жордан агыс проект аспыта бу сакасереттен олхин сакасере сүрбе бастың улус регион егер кирбите бу беги токпу уратыбыт тиханыбын культура именно бәбит тылбытын, өспүтүн, культура бытын, традициялар бытын, үтүгестер битин жар бут бу олхин булаган результаттар бут сүрдаган дин үчөй булуктар демит эренебит. Ону тахынан фонд поддержки детей дем бар, социальный кандыкара технологияны келери хатин бара булукана. Фонд Елена Геннадий Тимченко бар. Беги бәбит эми бу Елена Геннадий Тимченко фондуттан катчылан туработ сүз тыгынчага стажировка бара баран калбиппет ол технология битин бу манна тулайга оголар көтүлүлөр битигер ол технология битин билген туттал жабыт ол технология битин олукка келер битигер бихека эми ага сүзден тыгынчаттан такса бихека карчы гран албыппыт ол тахынан буллагана бихека эти фонд Тимченко культура ден хачы программалар именно на развитие малых территорий ден программа ола бетер булан кеннер фокустара кеннер болгомтолора именно бу кыра нехилек культуратын жээлере библиотекалар музейдер ден болалар. Ону тахынан билген фонд Тимченко быйыл былдыңыттан бәйтин спорт курдук направление хайысканы сайын кини урутнар музейдары, стипендиат студенттары, олимпиисттары поддержкалары буллагана билген булганы кини спорту поддержкалары олхин буллагана былырын спорт норма жизни ден конкурстага та быйыл кини 2 маршрут добра онна спортен 2 конкурс ытылары ону бартын кирен көрүң өретең ону тахынан музейдары поддержкалары кини сылга кастадагына конкурс ытар ону тогора бары аха баран каалагат фонд кини үчө бай программаларда олихин именно инколары эре болбакка муниципальный учреждениялар олихин бу манна үйрөтең олох сүрдагын ден судургу онна бу проектка кирдакатына тохта ырахана сок тоотека каз бирди проектка те фонд президентский гранты курду эйка куратор ананар кураторы кытта постоянно диалогка бар болагат постоянно ыйтагыт сүбелегет оны кини сүрүн сыга соруга ден эгини сөпке ыян керден берен отчет оңорго түркөмөлөөр олихин буллагана арас ресурстары баратын үйрөтең бу ресурстар барда баллар онтой дини ресурсны центрден бу именно некоммерческий терилтелер бу маннык тостар төлбелер волонтердар ычаттар бу рос молодежь курдук конкурста киреннер арас ресурстары бәйлерин территория агалыннар ден терилибит ресурсный центр олин ток бар бе өңөбүт барда бор босхо олин каяндаган эги идеягатын проектка уган сөпсөһү түһәрсен любой эги багасанагыт билиңи уже бу эги бәйгы дакастан олорогот бүгүнкү күн геройдара участниктара бу форум кыттылактара любой багасананы олокка келери касып команда багасана күз сене бар буллагана олин баргытыгар улахан мактабытын тердебет бу бүгүнкү күнү эги тухалактык атарбыкы поло демит эренебет тоодека биги команда быт бүгүн то биги аяк кийини көрбүккөт огунан баран экран нөңө билепиккадлы на обратной стороне медали биги касырда калбак специалист бу рассылкага сурукытарга капсетиге бу информационный трансляция боло туруга сүрдә калбак күйүлләбите олихин бу команда түмүгө бу ме проект Хикорогу курду бу проект боло тура бихами бу фонд президентский грантов ихинен тыллар проект онна баргытыгар кытанак дорубияны ситихини бебегетен харыстан комиссиян сүрдә кырган кем голорабыт барга мактал. Спасибо. До свидания. Баргытыгар көрсөккө дери очна каханара көрсөк биттен хайрына бит. Вахан мактал нахачой форум спасибо ларан.